Я радиоэлектроникой увлекся еще в школе, в 8 классе. Вот. У нас был очень хороший учитель физики. Вот. И у меня была всегда борьба между лирикой и физикой. Физика победила, и увлекся радиотехникой. Построил первую свою радиостанцию. Выступали на соревнованиях. Вот в 1957 году заняли первое место в пионерских соревнованиях по СССР. Постоянно возле меня стоял передатчик, который излучал электромагнитные волны. Но я до сих пор живой, как говорится, нормально. И если какие-то болезни есть, то только не от этого. Вот слух о том, что вредные это пошло, знаете, с появлением сотовых телефонов. Хотя излучение электромагнитное, оно существует везде. Обычная электроплитка. Поднесите к розетке прибор, он покажет, что оно излучает, все прочее. Но дело в том, что это зависит от длины радиоволн. Чем короче длина волны, тем больше, говорят, это зависит. Но мне для доказательства пришлось доказывать, что влияние сотовой связи на человека минимально. Потому что предусмотрено это делается так, чтобы оно меньше всего влияло на человека. Естественно, это. Я даже сделал прибор, который показываю, держу телефон, прибор показывает излучение. А ходите по улице, вблизи этих станций, вблизи вышек, ничего не показывает. Это говорит о том, что излучение этих станций минимально, оно не достигает. Причем, когда крыша, она блокирует все это, закрывает все это. Вот телефон, он излучает. Вот прибор, который может это фиксировать. Вот, еле-еле. Она отклоняет совсем немножечко, вот, совсем. Это 10 микроампер прибор отклоняется. Ну, остановить сейчас, отнимите у народа сотовую связь, это бунт будет. И в то же время люди боятся этого. Ну, опасаются больше всего рака, да? Ну, когда не было сотовой связи, раком болели же люди. Болели очень много. Всем известно, что излучение Солнца сильно влияет на здоровье человека. Так что же мы теперь от Солнца будем прятаться? Вот здоровому человеку Солнце не вредит, а гипертоникам вредит. Вот стоит антенна базовой станции. Вот я хожу с ней рядом. Посмотрите, ноль. Совсем нет излучения, она оттуда до вас и не дойдет. Другое дело, если поднять его к антенне, прислонить, да, тогда она будет показывать и достаточно нормально. И потом и железные крыши, и все это блокирует.